Ассаляму алейкум, уважаемые друзья, вы слушаете радио Джанла. В этот момент происходит очень интересное событие, наш первый стрим, который одновременно идет и на нашем сайте janla.online, и на наших страничках в социальных сетях. Для нас это тоже такой большой эксперимент, и тем приятнее для меня сегодня проводить этот эксперимент в Бахчисарае, в столице, в столичном городе, как мы любим шутить, в столице мира. И в уникальном месте, которое уже несколько лет развивается и приносит радость всем жителям Крыма и его гостям, Дервиш Эва, этнографический центр, который расположился на старинной улочке напротив Ханского дворца. Сегодня мой гость Рустем Ага Дервиш, уважаемый, всеми любимый. Он улыбается, вы видите, да? Рустем Ага, хош келдіңіз. Салом, конечно, когда такие слова говорят, конечно, будешь улыбаться, ничего. Рустем Ага, вы первый гость программы Джанлы Феми. Так будет называться эта программа. Серьезно? Хорошо звучит. Джанлы Феми, да. То есть Феми Джанлы сидит перед вами и задает вам вопросы. Мы придумали формат этой программы специально для того, чтобы иметь возможность ездить по городам, по селам, по интересным людям, по интересным достопримечательностям. Обычно все считают, что кто-то приходит в студию на радио и там уже общается, да, с аудиторией. Мы же полностью меняем этот шаблон, меняем этот формат, мы приходим в гости к людям. Да, мне нравится это, когда ко мне в гости приходят такие люди. Конечно, это интересно. Вообще это удивительно, что наоборот все сделали. Мы ломаем шаблоны. Да, как обычно на Джие. Где на Джие, там все еще интереснее, чем на самом деле. Вот сегодня первый день работы Джанла радио, и для нас это все немножко, для нашей небольшой команды это волнительный день на самом деле. Вы уже успели послушать часик? Да, я вообще с удовольствием послушал, и нам это не хватает, этого не хватало. Вот сидишь, целый день на работе работаешь, нужна своя музыка. Я записывал там на флешке себе, что-то придумывал. Где вы раньше были вообще? Вот мы и есть. Вот, все, теперь все стало на свои места. Мне нравится. Слава у нас. Рустем Ага, говоря о Дервишеве, каждый раз я не устаю удивляться тому, как вам удалось совместить возрождение национального ремесла и бизнес-модель. Вот давайте немножко поговорим об этом. Вот расскажите, как так получилось? Вы же долгое время жили не в Крыму на самом деле. Ну да, на российских. И как сложилась мечта, цель приехать и заняться возрождением национального ремесла? Не, ну на самом деле мы-то в Крым приехали в 87 году, в октябре я уже здесь был. Угу. Просто так получилось, что когда, куда приезжает, приехал татарин в Крым, и его же там в аэропорту транспортами никто не встречал же, Хошкельден стал, сразу Ростек. Вот. Приехали в степи, купили дом. В степи в каком районе? Не обижайтесь, люди, это приветное, это под Старым Крымом, Джумайли, Джумели, Субаши. Это раньше так называлось. Вообще так называется, Субаши, Джумели. Но сейчас это приветное. Что было дальше, Рустем? Дальше, когда колхоз развалился, надо было как-то работать, и так получилось, что стали ездить работать, туда, в Новороссийск. У меня жена оттуда, Альмешка. И, естественно, туда ездили работать. Стройка, прочее, крыши. Так, в общем, там и развернулись, так там и остался. Но не надо думать, что мы там жили как дома, потому что, живя, работая там, мы одной ногой здесь были, а одной ногой там. Мы в год 10 раз ездили в Крым вообще-то туда-сюда. Я все время был в дороге. А кто вы по образованию, по специальности? По специальности? Я всегда говорю, нет, кто вы по образованию? Я говорю, крымский татарин. Ну, кто по образованию? Я был вообще по образованию, первое образование, в общем, это технолог хлебопекарного производства. Я чуть-чуть поработал, мне не понравилось. Вот, и я пошел, мне нравится работать с металлом. И я пошел на завод токарем, уже достаточно взрослый, когда уже нормальные люди добивались успеха, там работали. Мне предлагали должность мастера, там дальше, там копейки платили в то время. Нужно было, чтобы заработать, нужно было искать другие какие-то пути.
Ну, я пошел на завод, мне это нравилось. Мгм. Ну, так я с этого завода и уехал. В Янгюле у нас такой завод был автономный, крымско-татарский, где одни крымские татары работали, начиная от директора и кончая сторожем. Вот. Опытный экспериментальный механический завод. И уехал, мне 24 года было, я в Крым уехал, и здесь я сразу стал чабаном. Кто такой крымский татарин? Все, лошадь дали, овец дали, я пошел овец пасти. В колхозе, вот по, Да. по старым Ну, в Крыму. колхоз, когда взяли. Так-то я полгода жил без прописки, без ничего. Как появилась идея вернуться в Крым и заниматься возрождением национального ремесла? Ой, Вы я не помните, думаю. можно сказать, что вот проснулся я с утра, солнце светило или дождь лил, и подумал. Или не было такого? Нет, я такого, конечно, не помню. Просто живя в Узбекистане, ну, около вот Хартанашка, у нас с нами жила всегда периодически. И она всегда жила, естественно, в Крыму. И я вырос на этих рассказах. И, ну, в Крым уехать было это нормально. Это сел и уехал, короче. Не знаю, ну вот хотелось в Крым, хотелось домой. Мы же жили как бы как в гостях. А в том был же- путь после Новороссийска в Крым. Долгим был для вас? После Новороссийска в Крым. Все время. Как только попал в Новороссийск, была задача заработать денег, чтобы переехать в Крым. Единственное, это заняло немножко больше, ну, больше времени, чем хотелось. Вы приезжаете в Крым и... Приезжаем в Крым, строим дом в Симферополе. Ну где? В Симферополе, да. Там, где мы как рассуждали, да. Второй раз я переезжал, я уже грамотный был. Я уже дом искал поближе к институтам, Переезжающий к со больницам, да. Я уже опытный такой переезжающий. Мы прежде чем дом купить, мы уже там вокруг посмотрели. Не там, как ранее, ну, не как в 87-м, там, где тебя не выгнали, там и остался. А так уже такой, как по-настоящему все. Выбрали лес рядом, речку рядом, там больница рядом, школа рядом. Все, ага, дети будут сюда ходить, мы будем сюда ходить. Вот так уже переезжаем. Как появляется проект Дервишева? Ну, вообще, Вообще я... Дервишева это ваш псевдоним или это ваша родная фамилия? Нет, это фамилия. Дервиш фамилия. Дервишеви это традиционно мастерская. Ну вот, я же как бы не была задача, а мне было интересно возродить производство вообще в начале джезбе. Как делали. Хотел сказать посуды. Посуда это потом, сначала джезбе. Потому как я кофе люблю. Вот оно Вообще с этого начинается. началось все, Началось да. с этого, Да, да? действительно. А на самом деле вы знаете, что многие изобретения происходят от того, что людям просто что-то приносит дискомфорт. И чтобы улучшить, как бы и уйти от этого дискомфорта, да, улучшить что-то, люди начинают думать, а как сделать, и появляются очень интересные изобретения. Да, но на самом деле, скорее всего, вот это вот восстановить несправедливость, потому что живя в Узбекистане, мы жили как бы все время в гостях, да? Смотришь на узбека, он дома. Он дома, да. Смотришь еще на кого-то, он дома, а наш дом где-то там. И вот когда мы приехали сюда домой, вот теперь мы дома, и теперь я с удовольствием живу дома. Вот. И также и джезбе. Вот мы все время пользуемся, покупаем где-то сделанный. На самом деле мы очень серьезно относимся к кофе, и у нас нету своей посуды, в котором бы мы готовили кофе. Да? Непорядок. Непорядок. И это нужно было восстановить. Мы где-то выкапываем, нам приносят, а где они нормальные все, куда они подевались? Где-то в музеях. Да? Вот, поэтому уже сегодня у нас, Аллах Ашкур, есть мастера, уже несколько человек, уже человек 5 я знаю, которые делают на достаточно высоком уровне эту посуду. Еще один шаг, и дальше мы восстановим производство посуды из меди, нашей, аутентичной. Расскажите, вот как вот по этапам, да, степ-бай-степ, как все это происходило? Есть желание делать джезве. Что вы делаете дальше? Ну как это происходило? Это происходило очень легко, весело и просто. Мы приезжали в Крым, ездили по Крыму, ну уже когда заработали денег на то, чтобы приезжать в Крым. А то же мы все время, много лет ездили на Оке, есть такая маленькая машинка,
вот, всей семьей, там двое маленьких детей, я с Альмешкой. Вот. Она очень маленькая, эта машина, но мы весь Крым исколесили. Вот. Было желание купить дом. Ну, мы его купили, потом вообще-то и машины были другие. Вот. Но было желание, чтобы делать GSB, с GSB опять мы возвращаемся, точка отсчета, как говорит, не заметь, точка. Вот. Нужна мастерская. Потом мне стало мало просто сделать на коленке дома GSB, мне захотелось восстановить мастерскую реально, вот полную реконструкцию сделать мастерской, какие раньше были в Бахчисарае. Ну, в Бахчисарае, потому что случайно мы, ну, скорее всего, это не случайно, мне очень нравится этот город, мы сюда все время приезжали. Вот. И, кстати, в этом доме, который мы купили, мы очень часто сюда ходили, кофе пили, здесь была кофейня. Да, да. Мы свой приезд начинали с кофейни, с кофе. И потом гуляли по городу. Ну и вот я хотел купить старый дом и в нем сделать эту мастерскую. В общем, так и получилось. В итоге мастерская, маленький музей вы создали в этом доме, который был раньше кофейней. Мне очень нравится ваш подход. Вы очень глубоко и тщательно прорабатываете все детали, и каждый вот предмет интерьера вот в вашем таком маленьком музее, он не случайен, да? То есть вы рассказываете его историю, как он попал, какой он имел смысл, как им пользовались в обиходе. Вот создание вот этого такого мини-музея, это вообще было запланировано или это что-то возникло? Нет, конечно. Когда дом купили, ну, мне вообще архитектура нравится. Да? И когда мы купили дом, он был настолько хорош. Это же наш традиционный крымско-татарский, крымский дом, городской дом. Вот, уцелевший такой вариант. Чудом уцелевший от изменений. Чудом. Вот. И просто жалко стало из него его ломать, что-то перестраивать, делать мастерскую. И опять же вот это создание музея, но это же сразу не пришло, вот, музей я буду делать, я такой музейчик. Нет, просто опять вот это вот, скорее всего, восстановление справедливости, что мы не знаем, да, вот уходят люди каждый день, которые знают, как было. Мы уже знаем это только по рассказам. Наши дети вообще не знают. И чтобы вот, скорее всего, вот это зафиксировать, мне самому очень приятно в этом находиться. Заходишь, всегда хотелось, вернее, иметь. Или если бы было такое место, скорее всего, может быть, этого бы и не было. Вот пришел и увидел. Я сделал то, что хотел видеть. А я напомню, что вы слушаете программу Джамла Феми. В эфире радио Джамбо. Сегодня первый день нашего вещания, и мы сегодня в гостях у Рустема Ага Дервиша в Бахчисарае, в Дервиш ЭВ. Говорим о национальном возрождении, о моделях бизнеса, о том, как можно возродить национальное ремесло и при этом построить бизнес-модель. О том, насколько удачна эта бизнес-модель, мы с вами еще, Рустем Ага, поговорим. Надеюсь, что вы будете с нами откровенны и раскроете все ваши секреты. Вот, хорошо, происходит, то есть постепенно мечта о джезве приобретает уже какие-то видимые практические формы, и получается, что мастерская, маленький музей, да, маленькая, что еще у вас тут есть? При мастерской всегда же товар, который человек производил, он продавал. Магазин, да. Да, это мастерская, магазин как бы. То есть постепенно бизнес-модель складывается сама собой. Ну, не знаю, можно ли это назвать бизнес-моделью. Ну, если степени, да. Ну да, в общем. С трудом можно назвать это бизнес-моделью. Хотя, если работать правильно, ведь я не работаю правильно, но правильно с какой точки зрения. Я немножечко расслабился после той жизни в Новороссийске, где немножко ритм был другой, да. И, ну вот, хорошо, Алиме там, ну, жена Алиме, которая это терпит. Да, другая давно сказала, сколько можно. Аймир Ханум, селям алейкум. Да, вот.
Она сейчас как раз в Новороссийске. Кто-то же должен в семье работать, когда один развлекается. Вот. Очень знакомая. Вот. И живу по тому же принципу. Потому что это пока сегодня Алай-Ашкур только самооккупация начало, вот эти все движения. Просто чтобы открытый музей держать, нужно в месяц минимум 25 тысяч рублей. Просто чтобы он был открытый. Вот. А если дальше все делать правильно, ну дальше вот у нас будет Хасметулса кофейня наверху Халехане. Тоже я ее хочу также сделать, ну, полностью аутентичные по вот этим рисункам, гравюрам, возродить старые традиции, вот посещение кофейни, проведение времени в ней, вот как раньше было. Это же очень интересно, там очень богатая история, очень богатые традиции, просто пойти в кофейню, просто посидеть. Вот. А раньше было у нас такое место, вот в Мусафире, можно было, уже почти мы достигли этого. Приходишь, садишься, отдыхаешь, никуда не торопишься, тебя никто не торопит освободить, историк, вы попили, все, до свидания. До свидания. Вот. Просто отдыхаешь, растворяешься у себя дома. Вот такие кофейни должны быть у нас в городе. Вот. Если это начнет работать, ну, тогда это уже начинается зарабатывание денег, и тогда мы потеряем, я вернее потеряю главное, когда получаешь удовольствие от работы. Ну, я имею в виду производство посуды. То есть это уже чуть-чуть другое. То есть вы хотите производство посуды вывести на какой-то уже такой серьезный уровень? Конечно. Массовое такое производство наладить? Ну да, если можно так говорить, потому что вот, предположим, в Европе, где, ну, никто не пользуется же медной посудой так каждый день, да, но у них они сохранили вот старые цеха, они сохранили вот эту вот, сохранили производство и старое, и возродили новое, и хоть, ну, по чуть-чуть, это очень дорого, но они это делают, и они могут видеть, какая раньше была посуда, как ее делали. Вот, у них полным-полно любой другой посуды, но старое они свое не забывают ремесло. Мне кажется, это вот, знаете, уже входит в тренд иметь дома что-то сделанное руками, джезве, иметь дома вот выкованную ложечку, которую вот можно сделать в вашей мастерской, да, размешивать кофе. Что-то какое-то вот, допустим, какую-то посуду, я сама пользуюсь посудой, которая изготовлена нашими крымско-татарскими гончарами. Она прекрасна в обиходе и очень практична, и она теплая, знаете, вы берете эту посуду, она теплая, она сделана человеческими руками. Это Конечно. Очень приятное ощущение. Так должно быть. Этот штамп убивает. У нас этих ложек, там, вилок дома много. Этот штамп убивает. А когда человек, вот Ильдара Гусенова, да, там посуда. Я раньше эту глину в руках не держал, мне было неприятно его проверять. Но когда я вот его взял изделие, и теперь мы ими пользуемся, этой посудой. Приятно в нее что-то положить, поставить ее на стол. Потому что она красивая, потому что формы наши, там, веками накопленная информация. Это же не с неба взятая. А Эльдар возрождает это, и поэтому это приятно в ухе. Ну, не только Эльдар, там есть еще несколько мастеров наших. Рустамаха, а что кроме джезве вы могли бы делать? Вот, да, много всего. Предположим, для той же самой кофейной церемонии в каждом доме, я считаю, там, должен быть поднос медный, джезве, зарфы. Зарф это что? Зарфы — это подставочка такая декоративная, красивая под фиджан. Вот где они? Это же наша культура утерянная. Это нужно восстанавливать. Хотя бы сегодня только вот для кофейной церемонии. А для всего остального? Пожалуйста, любая посуда, там... Варенье варить в медном тазу? Варенье варить в медном тазу. Это же любой русский турист заходит и говорит, вот у меня бабушка варила. Понимаете? Когда это все у нас производилось в Крыму массово, в любых больших городах. Конечно, кварталы целые были медников. Кевгары, я видела, у вас такие висят. Кевгары, да. Почему они такие большие по размеру? К сожалению, интересно, да, мы сейчас свою культуру изучаем, как этим, к сожалению. Большие по размерам, ну, догадываться можно. Мы сегодня пользуемся той посудой, которую пошли купили в магазине, да, глобализация. Все пользуются этой посудой, которую сделали там в предместьях Пекина.
На самом деле, вот Киевгор там я беру старый наш, ну вот по музеям мы смотрим, у них очень большая рабочая часть, и от турка я слышал, что я ему Киевгор показывал, он говорит, о, Сюзмея, ашлару Сюзмея, говорит он. То есть это было Сузгуч? Типа, да, там бортики такие специальные. Почему нет? Потому что, предположим, мясо жарить таким огромным, с короткой ручкой Киевгор, и у него большая рабочая часть, немножко неудобно получается. А вот аш Сюзмея очень удобно. Например, это предположение, но почему-то вот у наших старых, которые в музеях, вот эти Киевгоры, у них большая рабочая часть. Может, они мясо столько жарили, я же не знаю. Сейчас мы восстановим это все, проверим, как это в Хазане работает, и мы тогда точно определим. Потому что Хазан у меня уже есть во дворе. Не, оджах. Оджах восстановленный. Не, ну, в смысле, в музее, во дворе. Ну, музей мы называем это старый дом восстановленный. И во дворе я восстановил кухню летнюю, которая традиционно была у нас на улице. Как у каждой нормальной семьи, две кухни. У крымско-татарской семьи две кухни, летняя и зимняя. И сегодня так. И сегодня это традиционно. Вот. И раньше так было. Вот. Там у меня оджах, хазан, и все, он теперь оджах и хазан готовы для того, чтобы пожарить мясо и испытать. Кстати, я вас всех приглашаю. Мы себя не заставим. Я говорю, есть, осталось только мясо купить. Все, мы намек услышали, хорошо. Организуем. Там мы и определим, почему Киевгор такой формы. Да? То есть такой сделаем такой краш-тест. Совершенно верно. Рустем ага, а зачем к вам приходят люди? Вот, знаете, в социальной сети, наверное, вот каждый день можно заходить, и в моей френд-ленте точно есть фотографии из домика Рустем ага, и это столько удовольствия людей, столько счастья побывать здесь. Вот они, зачем на самом деле люди к вам приходят, как вы думаете? Восстановить. У них же это отняли. Они приходят увидеть это, восстановить. Это пустоту эту заполнить. Потому что вот я же почему это сделал? Ну, мы и моя семья. Ну, как бы я этого хотел, а мне просто вынуждено там меня опекать, чтобы я это делал. Вот. За каждым достижением мужчины стоит женщина. Конечно. Это... Ух ты, я сколько баллов сейчас заработал. Просто лучи посыпались в вашу карму. Вот. И очень интересно, когда я же восстанавливал все так, ну, скрупулезно, что и звездка, значит, стены звездкой побелены, полки деревянные, там, ковры килимы наши, значит, шерстяные, вот те килимы, которые Мамучерлу, кстати, со своей командой, то есть это полностью аутентичные, шерсть, краски и все. Ну, краски я имею в виду растительные. То есть оно не линяет, никакой да, химии, растительные краски. Да. И все в совокупности это дает запах. И когда люди приходят, 99% крымских татар говорят, как у биташки, как у хартанашки пахнет. Очень редко у харбалашки. Почему-то у хартанашки. С домом, с уютом связан женщина. Да, вот запах. Сразу они раз и вспоминают. То есть они вспоминают вот дом, Биташкин дом вспоминают, Хартанашкин дом вспоминают. Вот это вот... ощущение дома вы возвращаете. Да, от своей культуры. То есть тут они дома, у них другие запахи, ну, в современном жилище, там, где-нибудь в квартире на 9 этаже, например. А здесь они окунаются в другой мир, другие запахи. Здесь же нет современных материалов. Скажите, когда вы разрабатывали проект вот этого помещения, вот у вас стены, натуральный камень, очень много дерева, да, то есть то, что дышит, все живое, все натуральное. Вы обращались к помощи архитекторов, либо вы проектировали все сами? Нет, ну, проектировал все сам, говорить можно, конечно. Ну, это же не я сам, это информация, накопленная веками, нашим народом, это наша культура. Я сам ничего не придумывал, я делал ровно так, как делали до меня. Если бы я сам что-нибудь рисовал, я бы нарисовал другого. У меня есть там, кстати, чего я сам рисовал. Вы, если ко мне домой приедете, увидите.
А здесь это вот эти все столбы, все вот эти вот башлах, табан, там, дерек, розан, это все копия. Ну, то есть это я сделал так, как должно быть. У нас есть вопросы, которые мы получили благодаря стриму в социальных сетях. Попрошу помощников озвучить. Как вы думаете, стоит ли поддерживать возрождение ремесла на уровне общественном? Фу, что значит на общественном уровне? Поддерживать, что значит стоит? Мы работаем, нет такой задачи поддерживать ремесло. Мы работаем, нам это нравится, много мастеров. Нравится одно, а еще же люди деньги зарабатывают вообще-то. Но, может быть, речь идет о том, что, вы знаете, поддерживать это более организованно. Кому-то Вот, поддерживать мастеров, в смысле? да, да. Например, само Конечно, общество нужно. может инициировать, да, какие-то, например, вот акция «В каждом доме должен быть Фонарь Энвера Яшлавского. Фонарь Энвера Например. Яшлавского, да, замечательный, тоже вообще Вот парень, интереснейший. вот Интереснейший просто, предмет. да, всю жизнь работал там, у него другая специальность. Вообще. Все бросил, начал делать фонари. То есть он сегодня один восстанавливает производство фонарей. Это вот наших, это вещь такая, которая должна быть в каждом доме. Уже не говоря про этих, про кафе, например, то есть где, ну, в наших этнических кафе заходит и сразу видно. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Как можно попасть к вам в ученики? Ого. Не, ну в ученики, пожалуйста, мастер-класс целый час-полтора побыть учеником легко и просто. А на постоянной основе берете учеников? Ну, ученик это бесплатно кто-нибудь будет работать за знания? Почему нет? Пусть, пожалуйста, пусть приходит, поговорим. Все. Подметать надо здесь, убираться, кофе носить, да, первые 3 месяца как Обсудим. да. Следующий вопрос. Для Верчабанов аплодисменты. Присылает в эфир.